Здравствуйте! Сегодня у Авториверы гость, человек, который дает автомобилям вторую жизнь, более яркую, продолжительную. Это профессиональный реставратор автомобилей Аслан Богателия. Он уже был в Авторивере с автомобилем ГАЗ-21. Сегодня он с автомобилем ГАЗ-69, который совсем недавно был им отреставрирован. Здравствуйте, Аслан. Здравствуйте. Это автомобиль называется ГАЗ-69, выпущенный в 1952 году. Модельный ряд пошел с 1952 года и выпускался 20 лет. Аслан, я вижу, этот автомобиль вы выполнили не в оригинале, это вот в определенном стиле. Вот скажите, как называется вот такая работа? Этот автомобиль, конечно же, не в оригинальном исполнении. Этот стиль называется Pro Touring. Это американское направление в отношении автомобиля. Внешний вид, как говорится, классический, а внутренняя начинка все современное. Здесь стоит двигатель, ходовая и все компоненты, которые нужны от Mitsubishi Pajero второго поколения. Его еще и коротышом называют. Но это работа посерьезнее какого-нибудь тюнинга, скажем так. Здесь, в общем-то, кроме самого кузова и тот, вот бампера, я смотрю, совершенно другие стоят. Поменяли все, получается. Не то чтобы все поменяли, там просто корпус взят от ГАЗ-69 и в процессе реставрации, так можно сказать, постепенно все менялось. Сперва один бампер стоял, не понравился, сняли, переделали. Например, вот этот бампер, который сейчас здесь стоит, он стоит от Land Cruiser 80-го. Правда, он укороченный, расширенный и так далее, подогнанный под этот автомобиль, что и задний, и передний бампер от него, короче говоря. Про двигатель я уже сказал, рама, ходовая и так далее тоже от Mitsubishi Pajero. Там тоже пришлось что-то удлинять, что-то расширять. Например, вот эти двери, передние двери, на 10, да вся машина на 10 сантиметров удлинена, на 10 сантиметров длиннее, чем обычно стандартный автомобиль. Даже видно, что передняя дверь ширше, чем задняя. Аслан, давайте сделаем так. Мы сейчас прокатимся на этом автомобиле, поездим по городу, прочувствуем его, потом встанем и более подробно сделаем обзор. С удовольствием, давайте прокатимся, заодно и почувствуйте, какая разница между старым автомобилем и новым. Поедем удивлять. Немного проедем на этой машине, посмотрим, что это такое, под какое настроение эта машина. Под летнее настроение. То, что сняли крышу, это очень интересно. Я не помню, когда уже последний раз на кабриолете ездил. Она и есть кабриолетом считается в этой ситуации. Так что самая оживленная и красивая улица. Улица Леона в городе Сухум. Да. В летнее время прогулки на этой машине можно с удовольствием совершать. По мягкости, наверное, она не уступает иномаркам, я так полагаю. Уже не рессоры здесь. Понятное дело, что не рессор. Раньше же ее козликом называли. Не, очень мягкая машина, а сиденья, они просто, сказочные. Я не знаю, таких кресел мягких не помню. Да. Это от Альфа Ромео, да, кресло? Да, они очень удобные. Очень удобные эти кресла. В них практически не устаешь. Наши микрофоны, наверное, задуваться будут, но ничего. Я думаю, можно будет что-то разобрать.
Вообще, честно говоря, когда мне эту машину привезли проектор, она уже начата как бы была. Но в тот же момент получилось так, что я его должен был бы добивать. Но пришлось заново все делать. Ну, как я понял, владелец вообще поменял свое видение предназначения этого автомобиля, да? Вот. Да. Хотел по горам ездить. Он для охоты ее собирался делать, а потом, когда увидел, как мы это все компактуем, короче говоря, он понял, что для охоты она уже точно не подойдет. Конечно же, он нам дал возможность реализовать свои мысли, свои желания в этом автомобиле. И на сегодняшний день у меня по сей день присутствует чувство, что это не его автомобиль, а мой. Почему? Потому что все желания, которые мне хотелось бы вложить в автомобиль, я вот в этот автомобиль и вкладываю. Благодарность это авторивьеры владельцу автомобиля за то, что он предоставил нам такую возможность. Вы же понимаете, не каждый клиент тебе даст возможность делать то, что тебе хочется. Как говорится, то, что тебе хотелось бы увидеть в своей машине, конструкторские решения уже до нас были произведены. Ну, скомпоновали Да, все эти решения да, в да. одну эту машину. Скорее, это более творческого возможность он мне дал реализовать себя творчески. Вот и как-то вот так. Да, в нашем городе движение стало очень оживленным. Заторы нарушаем как можем. Ну да. И торпеда, вот эти все приборы, все так совмещено. Совмещено, потому что старались сделать, так, чтобы было это и красиво, и все на своих местах, чтобы. Ну, приятный сигнал выбрали такой. Ну, клиренс у нее большой, там сколько сантиметров. Ну, я думаю, что под 30, даже может даже чуть выше 30 сантиметров. Ну, сзади я видел там еще выше. Да, Вот. сзади еще выше. Ну, спереди где-то чуть выше 30 метров, полагаю. Честно говоря, мы не мерили, но В принципе, можно там и по горам ездить. Просто только не царапать и все. ну да. Но с этими низкопрофильными покрышками не особо сильно поездишь по горам. Но другие колеса можно ставить. Да, есть даже другой комплект колес, чтобы, как говорится, можно было и по горам ездить. Вот здесь особое удовольствие, когда вот ветер в лицо, ну, как на мотоцикле. Да, как нам это все? Ощущение езды совсем другое. На ней приятно в летнее время, конечно же, кататься. Ну, совсем в жару, наверное, солнце будет печь, а так, Ну, ветерок все равно продувать будет. Ну, тент есть, да, можно закрыть. складной. Не особо много времени занимает его складывать. Хозяин вообще изначально ничего не хотел сверху делать. Но я его убедил, что нужно все-таки на всякий случай, в случае дождя или что-то типа такого, накрывать ее. И подвернулся вариант кабриолета, Мерседеса, который на металлолом выкидывать собирались. И я взял его механизм и переделал сюда, поставил. Ну, механизм там
Очень сложно, я так думаю. Да, да, что-то пришлось укорачивать, она чуть-чуть вывернутая. И вот эти моменты надо было предугадать, чтобы когда закрывается, открывается, чтобы угол поворота брезента совпадал с открытием, закрытием. То есть тоже какие-то... Да, Четко складывается. Сейчас, да, уже четко складывается. Американцы по сей день любят этот стиль про-туринга. Да и мне тоже самому нравится. Я понимаю, что оригинал должен быть оригиналом, да, конечно же. Но иногда хочется покататься, чтобы руки не уставали от поворота руля, допустим, даже так. Ну, оригинальных немало, кстати. Вот в джипинге я вижу много 69-х. Причем тоже довольно-таки выглядят, по крайней мере, они очень неплохо. Но тот человек, который занимается джипингом, он не старается, чтобы она у него выглядела нормально. Ему главное, чтобы она по бездорожью шла хорошо. И вот в связи с этим они делают чисто для бездорожья. В принципе, эту машину изначально собирались именно так и сделать. Но когда маляры покрасили вот в таком виде, хозяин уже сказал, понятное дело, что с нее... Решил поменять предназначение Да, этой машины. охотничья машина из нее не получится. В принципе, наши дороги тоже можно бездорожьем назвать. Это более массовый подход, нельзя подключить к таким делам. Массовый подход и клиентура нужна для этого. Все хотят иметь такие машины, но не каждый вкладывается в это дело. Ведь эта машина предназначена как? Для того, чтобы она дома стояла, а потом ты катался себе в удовольствие. Ну, ее в оригинале, если делать, конечно, это гораздо проще. Ну, в оригинале мне не пришлось бы ее 3 года делать. В оригинале, я думаю, что за год управились бы с этим делом. Фактически новый автомобиль создали, получается. Ну вот насчет электромобиля у вас планы. Дело в том, что я в электронике очень мало смыслю. Я жду одного человека. Он должен приехать, чисто помочь мне, что касается этого вопроса. Но если же он не сможет приехать, тогда я тоже ее сделаю, эту Волгу в стиле про-туринга. И как бы тоже на автомате, найду донора хорошего. И... На 21-й Волге? Нет, на 24-ке. У меня 2410 есть. А то, что серая 21 стоит, это чисто для клиента делается. Человек реставрирует свою машину. У него до войны такая машина была. Вот электромобиль, что в итоге вы хотите? 2410 хочу сделать под электромобиль. Ну, у него и места много под аккумуляторы, да, туда? Да, места достаточно. Ну, я думаю, довольно немало мы прокатились. Впечатления самые восторженные. Аслану мы проехались по городу. Этот автомобиль мы испытали его, можем так сказать. Маленький такой тест-драйв. Ну, впечатления замечательные. Тут можно чуть-чуть сравнить, как вот езда на мотоцикле, ветер в лицо. Логично, если вкладываешь такой труд в автомобиль, естественно, он должен быть качественный. Мы видели и предыдущую вашу работу ГАЗ-21. В общем-то, все в идеале, можно сказать. Эта машина намного сложнее была. Почему? Потому что одну деталь ты не один раз примеряешь. Там на 21-й Волге, допустим, его родные, ты да. взял, прикрутил. А эту деталь иногда 17-18 раз надо открутить и выровнять, подогнать, и только после этого ты поставишь. Например, посередине что-то тоннель идет, мы ее 4 раза переделывали. Сиденье, крепление сидений, вот, основа сидений разов 8 переделывалось. Вот этот бампер тоже 3 раза переделывали. То есть в процессе работы решалась вот каждая деталь, как ее установить, как ее укомпоновать.
3 года заняла эта машина по времени. Это не то, что сегодня что-то сделали, развернулись и пошли отдыхать. Нет, с этой машиной у меня занимался один человек. Он каждое утро приходил и до позднего вечера занимался именно ею. Все сразу тоже не получалось достать. Где-то что-то приходилось ждать, где-то что-то приходилось закупать. Крылья там, допустим, вообще эта машина была с консервацией, куплена в Тбилиси, это еще в эсеровские времена. Ну, потом, в период войны, наши бывшие братья забрали ее трофеем, испортили, уничтожили, но потом он после войны ее заново восстановил, и вот она сегодня в таком виде, в котором вы ее сейчас видите. В общем, я понял, вся сложность этой работы, в отличие от классического ретро-автомобиля, где ставишь его родные детали, здесь каждую деталь надо подогнать, еще придумать, какую поставить, и понятно, что Ну это да, конечно, гораздо были. тяжелее. Конечно, Ну, тут вот даже вот бампера, я смотрю, это очень серьезная работа. она была ржавая, почищенная, недочищенная, недоваренная. Все твердили, что этот бампер не будет смотреться, он не подойдет этой машине и так далее и тому подобное. Но однако же, после того, у меня свое видение, понимаете, и не совпадало с их мнением. Но когда мы ее покрасили, я думаю, вы сами видите, подходит оно или не подходит. Органично очень смотрится. Я смотрю, здесь и освещение современное. Да, оптику мы постарались поставить всю полностью, кроме вот этих поворотников, все диодное. Но даже там внутри лампочки, даже они диодные. Диодное. Да. Там стопы стоят от Вранглера. Там тоже внутри диодные лампы ставили. Ну, как-то старались посовременнить ее. Зеркала от Mitsubishi стоят. Вот зеркала тоже вот просто как будто родные вписались. Ну да, и то, что колеса выпирают наружу, не получалось вовнутрь глубже посадить. Вот эти диски, например, да, заказывались, я дома составлял чертежи, нарисовал, людям отправил, они в Бельгии их отливали, потом присылали людям в Ленинград, а те, в свою очередь, сюда прислали. Ну, Аслан, колеса, мне кажется, что они не портят, наоборот, такая изюминка, Я что тоже так выпирает, считаю, но не портит картину. Да. А что под капотом пространстве интересненького еще можем Можете посмотреть? Ну да, тут стоит уже от иномарки замок. Под капотом здесь вы видите интеркулер от турбины. Он у них у Mitsubishi именно так и стоит. Правда, он чуть-чуть, ножка чуть ближе должна стоять. Но у нас здесь мы же подгоняли, как бы, понимаете. И радиатор даже мы постарались от Mitsubishi родной поставить. Тормозную систему тоже. Ну, все от Mitsubishi постарались, электронику и так далее и тому подобное. А вот здесь написано Мазик, это что означает? Мазик, вы знаете, я хотел, чтобы что-то красивое было. Например, на Вранглере, надпись Вранглер идет, на Рубиконе тоже. И я взял имя хозяина машины с одной и с другой стороны. Вот так. Ну, вот этот органайзер, о котором я и говорил, чтобы не шумело, ничего лишнего, мы взяли вот этот от Mark X, поставили сюда. И я думаю, сюда вещички, что хочешь, положишь. И камера заднего вида присутствует. Ну, там снизу стоят тоже диодные для фары. заднего Это света. когда чисто задний ход включаешь, чтобы освещение заднего хода было. Крюк у них всегда стоял. За это мы так и оставили. Мы взяли от Мерседеса 124-го кабриолета механизм, переделали его, и он складывается назад, чтобы в летнее время можно было прокатиться. Как все просто. Да? Одним движением сложили крышу. Так он еще красивее. Ну, что касается всего остального, что вы видите, начиная от порога в раму, все до единого разбиралось. Мы покупали донора на эту машину Mitsubishi. Тут мосты, Все, все оттуда. Да? все подгонялось, все подготавливалось, все чистилось, все красилось. Просто так, что попало, куда попало, мы не ставили. Торпеда пришлось поставить щиток приборов уже от Mitsubishi.
Бардачок же есть. Бардачок, да. Часики это от кукурузника, ну и на вертолетах они стояли, и мы ее туда поставим. А это высотомер. У хозяина был этот прибор, и он хотел, чтобы мы его установили сюда. Это высотомер. Это все от Mitsubishi. Это все от Mitsubishi, там угол горизонта и так далее и тому подобное. Да. Коробка от Mitsubishi, да? Все, да, автомат? тут автомат-коробка стоит. Очень аккуратно выполнено. Вот этот сиденье, они так и идут. Но единственное, что мы заново просто их перешивали, новую кожу натягивали. А мы взяли, короче говоря, обшили и как чтобы, симпатично. А вот замки родные, что-то не Да, очень хорошо. да. Очень четко закрываются двери. Ну, у ГАЗ-69 вообще же рессоры стояли еще. Да, да, да. Задний мост стоит на пружинах и спереди. А спереди у нее пружин нету, здесь на торсионах она стоит. Вот это лобовое стекло полностью переделано. Ну, это видно Да, абсолютно уже другое да. лобовое Почему? стекло. Потому что у них, у ГАЗ-69 тут рамка идет. Два стекла. Да, рамка идет, которая открывается, закрывается и так далее. А мы взяли вот так сделали, и само стекло тоже сантиметровой толщины, чтобы там... Сам стола каркас не было. тоже такой Да, гладкий, да, плотный. ну каркас, видите, вот эта часть осталась его родная, все остальное мы уже добавляли, делали, переделывали. Подножки, я смотрю, очень удобные. Подножки, между прочим, тоже от Mitsubishi Pajero. Мы их взяли, обрезали, подрезали, подогнали, как родная смотрится. Ну, мы видели, у вас там параллельно идут работы по нескольким автомобилям. Там два автомобиля ГАЗ-21, УАЗ там, по-моему. И у вас, как вы говорили, в планах вообще... Да, там собираюсь электромобиль один сделать, если получится, надеюсь. Все дело во времени, и работать, и заниматься тем, что тебе хочется, чуть сложновато, конечно. Но надеюсь сделать в течение полугода-года электромобиль на основе советского автомобиля. Посмотрим, что из этого у меня получится. Предыдущий автомобиль ГАЗ-21 и этот автомобиль, ну, выполнены они очень качественно и красиво. Это я просто говорю для тех, кто смотрит этот выпуск. Они радуют всех, не только владельцев. Никто не может равнодушным пройти мимо этого такого автомобиля. Спасибо вам, что вы предоставили нам такую возможность сегодня прокатиться и сделать обзор этого автомобиля. Я рад, что вам понравилось. Надеюсь, что это не последняя наша работа. Ну, думаю, может быть, еще и что-то новое мы вам пока предоставим и покажем. На этом мы завершаем выпуск «Авторивьеры». Как обычно, всем желаем счастливого пути.